Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на покупку средств индивидуальной защиты, в том числе масок, на тесты на коронавирус и улучшение материально-технической базы. Глава государства также сообщил, что правительство разработало предложение по обеспечению бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно. Он потребовал незамедлительно выделить на эти цели более 5 миллиардов рублей. Глава государства также призвал членов правительства и глав регионов повысить внимание к проблеме коронавируса, как того требует обстановка. По его словам, если в регионах необходимо разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19, это нужно делать. Тем временем бюджет, заложенный на организацию праздников, фестивалей и зарубежных визитов, пустить на закупку средств индивидуальной защиты для россиян, предложили в Госдуме. По подсчетам авторов инициативы, только в федеральном бюджете примерная сумма сэкономленных средств в результате отказа от фестивалей, праздников и загранпоездок составляет более 6-7 миллиардов рублей. Поддержать идею готовы в большинстве фракций Госдумы, аргументируя это тем, что правительство должно помочь людям соблюдать масочный режим, а не штрафовать за его несоблюдение. Также авторы идеи пояснили, что работающему человеку только на маски при условии их правильного использования нужно 3-4 тысячи рублей в месяц. И есть примеры, когда пенсионеры и неимущие стирали одноразовые маски или использовали каждую по 5-6 дней. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из 10 технологий для экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Особое регулирование освободит разработчиков технологий от излишней административной нагрузки и ускорит вывод на рынок новых цифровых сервисов, считают чиновники. В список вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики, технологии систем распределенного реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, отраслевые цифровые технологии. Если экспериментальное регулирование докажет свою эффективность, его могут распространить на всю страну. Центробанк России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным, заявили участники заседания экспертного совета по защите прав потребителей и финансовых услуг при регуляторе. В Госдуме также готовы к одобрению этой идеи при условии определения параметров. Речь не идет о том, чтобы каникулы были вечными. Предполагается, что в законодательстве может быть закреплен соответствующий режим, который будет легко включаться в случае необходимости. Для этого не нужно будет личной инициативы президента России Владимира Путина или длительного принятия условий депутатами. Готовность депутатов к рассмотрению постоянных кредитных каникул мотивируется тем, что эта мера будет отвечать чаяниям граждан, которые хотели бы чувствовать себя защищенными в условиях сохраняющихся рисков в связи с пандемией коронавируса. Россияне предпочитают не использовать дебетовые зарплатные карты в качестве основных, они берут вторые и чаще всего в других банках. Об этом свидетельствует проведенное исследование. Только 37% респондентов указали, что им достаточно продукта, предложенного работодателем. Более чем половине, 60%, зарплатные карты оказались не нужны. На каждого участника опроса в среднем приходилось более 2 банковских продуктов, при этом чем выше был доход клиента, тем больше у него было карт. Вторыми картами зачастую выступают премиальные карты с кэшбэком, милями или баллами для путешествий. Кроме того, клиенты нередко используют отдельную карту для онлайн-покупок.